Мы действительно находимся в таких правовых условиях, в которых очень много нового. Я меньше всего сейчас хотел бы говорить похвальные слова в адрес украинской правовой системы или украинского чиновничества, но за 2 дня до 18 мая я себе представить не могу, что было бы запрещены эти массовые митинги. Вы можете себе представить 22 региона, в каждом регионе есть места поклонений, есть места, где установлены памятные камни, и крымские татары 18-17 мая не имеют права туда вместе подойти и поклониться этим камням, этим душам людей. Я не знаю, кем надо быть, чтобы не подумать о последствиях. Я не знаю, как остановить людей, чтобы они не пришли туда. Это все равно вам всем сказать о том, что не ходите к своим святыням, не ходите к своим мертвым. Если бы вам это запретили, как бы вы себя повели бы? Сила может остановить все, но не все. Душу она не остановит, рискует. Я не знаю, почему это сделали. Но я знаю, что 1 мая и 9 мая эти массовые мероприятия здесь были. И на юге и востоке было не так спокойно, чем сегодня. То же самое. Я знаю, что 6 июня начнутся мероприятия массовые в рамках мероприятия «Великое русское слово». Поэтому до 6 мая запрещены массовые мероприятия. Если запрет останется, какие действия вы ожидаете от крымско-татарского народа? Как люди себя могут повести? Я хочу сказать о том, что сегодня люди настаивают о том, чтобы мы разрешили эту ситуацию, потому что они говорят о том, что они придут. И поэтому для меня это вызывает очень большое беспокойство. Я знаю о том, что те настроения, которые есть в некоторых специфических институциях, они не способствуют применению закона, скажем так, в доброжелательной форме. Я знаю, какие разговоры ведутся некоторыми прокурорскими работниками. Я не хочу их передавать, потому что они не смогли это доказать. В Крыму в последнее время очень резко вырос уровень ксенофобии. Не среди людей, а среди тех, кто управляет Крымом. Уровень ксенофобии намного вырос. Эти люди будут применять какие-то команды. Я не хотел бы, чтобы до этого дела дошло. Сегодня на объездной дороге Симферополя замечены грузовики с фесками, так что можно предположить, что 18 или 17 будет, наверное, какое-то перекрытие дорог, чтобы ограничить въезд в Симферополь. Если такое случится, если народ пойдет все-таки в Симферополь, Меджлис как-то будет содействовать, если будет конфликт, то разрешение этого конфликта, и каким образом будет содействовать? Я думаю, что мы все должны содействовать для того, чтобы ситуация не дошла до конфликта. Я еще раз хочу сказать о том, что никогда за 23 года, 18-17 мая, не происходило действий, которые носили бы конфликтный между людьми характер. И если даже хоть немножко допустить, что кто-то, может быть, захочет использовать этот митинг, некая третья, четвертая сторона, мы вполне в силах, как правоохранительные органы, так и организаторы митинга, предпринять все для того, чтобы никаких шансов у этих третьих, четвертых сторон не было. Но для того, чтобы попытаться поставить большую группу людей на то место, которое ему как бы определяется, не надо выбирать самые болевые точки. 18 мая ничего больнее для красота не может быть. Ничего. Интерфакс. Рифат Абдурахманович, ваша рекомендация как главы Меджлиса своим соотечественникам. Приходите 18 мая, не приходите. Что вы им порекомендуете? Я постараюсь все сделать для того, чтобы сегодняшнюю ночь и завтра полдня, чтобы мы нашли общее решение с властью. Для того, чтобы люди не были поставлены в такую ситуацию, что исполнение закона топчется по их чести. Власть не может людей поставить в такую ситуацию, чтобы человек ронял сам свою честь. Я никого не буду никуда призывать, но люди прекрасно понимают, что в какую ситуацию их ставить.